Батарейки в один контейнер, крышки в другой. Так начинаются детсадовские будни у этих сыктывкарских дошколят. Эко-акции по сбору вторсырья здесь запустили в прошлом году. Сегодня такой подход к утилизации мусора стал хорошей традицией. Когда-то эти акции изначально они были как временно действующие, но поскольку дети все равно из дома практически регулярно приносят их, мы уже вот эти контейнеры для сбора крышек и батареек оставили на постоянной основе. Очень приятно, когда мы узнаем, что во многих семьях это уже стало прям такой хорошей привычкой – собирать, а не выкидывать батарейки и крышки. В этом пункте сбора вторсырья тоже можно сдать крышки и еще 5 фракций. Здесь и алюминиевые банки, и макулатура, и пэт-бутылки. Этот экопункт в столице Коми на улице Громова открыл региональный оператор «Севера». Работает он 3 раза в неделю. Но контейнеры для сбора той же бумаги и пластика доступны круглосуточно. Мы это все сдаем организациям, с которыми у нас заключены договоры. Они, соответственно, у нас это все принимают и утилизируют. Основной наш компаньон в этом направлении – это Комитекс, куда мы сдаем уже много лет пластиковые бутылки. В общей сложности при содействии регионального оператора «Севера» раздельный сбор отходов ведется на территории 13 муниципалитетов. Только в Сыктывкаре установлено более 100 контейнеров. Содержимое желтых привозят на это сыктывкарское предприятие. В день здесь перерабатывают около 3 тонн макулатуры. Объемы готовы увеличивать, но для начала нужно повышать экокультуру сыктывкарцев, говорят в компании. Ведь зачастую в контейнеры для макулатуры попадает и пластик. Приходится тратить дополнительные ресурсы на переборку содержимого. Я вот больше 6 лет занимаюсь этим бизнесом. Я смотрю, что сознание людей очень сильно кардинально меняется, начиная от взрослых людей и до детей. То есть, мы некое поколение воспитываем, которое будет заниматься после нас, скажем, порядком там, где мы живем. Если в крупных населенных пунктах республики контейнеры для раздельного сбора отходов есть, то в небольших селах сбор вторсырья на себя берут активисты. Так, в Карткиросском Мордино каждый месяц на макулатуре и пластике зарабатывают больше 1000 рублей. Все деньги пускают на благоустройство. В селе Мордино мы уже 5-й год со всеми жителями совместно собираем вторсырье, пластик, макулатуру. Очень много макулатуры сдано. И вот за 5 лет нам удалось решили на собрании, что мы будем каждый год вкладываться именно в оформление новогодней площади. Сегодня в Коми почти 3 десятка пунктов сбора вторсырья. В основном они принимают 2 фракции – пластик и макулатуру. Этого явно недостаточно. И тогда на помощь приходят эко-акции. Только в рамках проекта «Батарейка, сдавайся» на переработку отправили больше 6 тонн отработанных элементов питания. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, Олег Юшков, Дмитрий Булаев, Павел Лагутин, телеканал Юрган.